полностью никнейм W Заяц. Это с транслита. Я раньше играл на местном Battle.net, ну, на местном как сайте, типа того, сервере. Вот. И я создал ник Шоколадный Заяц. Мгм. Просто потому что в 5 классе мне так захотелось, а со временем я когда начал участвовать на местных турнирах, я пришел, у меня уже был другой ник, если честно. Но я пришел на турнир и ну, написал этот ник, и все как бы запомнили, и там уже все, да. Я помню, вначале меня все назвали, ну, шоколадный, просто шок. Мгм. Вот. Потом я понял, что, ну, когда начал уже профессионально заниматься, мне хотелось вроде бы как-то поменять никнейм, потому что он какой-то довольно странный. Но при этом мне хотелось как бы, потому что меня здесь там все знали под этим никнеймом, там местная комьюнити. Но я решил просто сократить и там более эстетически, чтобы выглядело. Так что W Заяц. Ну, вначале это всегда было сложно. Я прогуливал учебу, ходил на турниры местные, они проходили ночью, там, бывал, там, сбегал из дома, и все это вкупе, как бы, очевидно, для родителей вызвал отрицательный эффект, то, что они, как бы, не воспринимали мое занятие серьезно, ну вот. Но уже вот как раз к 16 годам я там с отцом более-менее как-то мы нашли там точку соприкосновения и договорились о том, что я беру академ. Отец думал, Мгм. что я там просто годик поиграю, как-то, не знаю, отдохну и потом вернусь на учебу. Но у меня как бы были совсем другие планы. Я думал, что за год я должен доказать, что это серьезное дело, что я в этом ну, могу, что вот мне дали шанс, что ну, как бы какую-то свободу. Вот. И за тот год, да, ну, я помню, подписал первый контракт в конце, как раз под май где-то, там, уже начал получать 30 тысяч рублей, вплоть до вот как раз 2018 года, когда я начал уже получать хорошие зарплаты и летать, ну, на большие турниры. Они думали, что это какие-то легкие деньги. Там моя мама там очень долго думала, что это там около как будто каких-то азартных игр, где ты там выиграл, проиграл, где потом, когда, очевидно, родители увидели суммы, цифры, вообще мой образ жизни, то, что я уже начал летать по миру, уже все начало совсем по-другому становиться. Они, конечно, это поняли. Близкие друзья тоже не понимали и думали, что, ну, как бы это немного слишком сложно, я не знаю. Ну, просто было слишком сложно поверить, когда я там в лет 14-15 говорил им, что вот хочу пробовать, вот, буду стараться. Но они тоже видели, что я там в компьютерных клубах как бы сижу и не особо как бы верили. На определенный момент у меня мое окружение составляло это вот в основном компьютерные игроки. 1200, может, сом. Я выиграл местный турнир. И обязательно почему-то, ну, домой купил хлеб, масло, там, немного Мгм. там на сом 200-300, наверное, купил. Просто бытовых вещей. Вот, ну, не знаю, мне сразу в голову пришло, типа, вот, надо хлеб, масло купить домой. Вот. Там, на последующие, я помню еще, что я там маме кружку, отцу кружку какую-то подарил, маме что-то тоже, я уже не помню, какую-то там бижутерию, может. Раньше я вдохновлялся очень сильно одним игроком, двумя, ну, Сумайлом и Артизи, только из-за Мгм. того, что, ну, это было в 2014-15 годах, мне было самый, ну, последний такой рубеж для меня был, это поверить, что даже если я буду хорошо играть, смогу ли я как-то пробиться, там, потому что на тот момент индустрия была довольно кустарной, и все как бы, ну, там большинство, мне казалось, что там только там знакомые, ну, так и было. Ну, вот, а в 2015 году, 14-15, вот эти игроки, они были очень молодые на тот момент, им было там 17-18, и их начали брать очень большие бренды, потому что они были совсем ну, там ноунеймами, неизвестными людьми, ну, просто играли хорошо, и их потом начали звать большие организации. Я понял, что, да, если ты хорошо играешь, без разницы, если у тебя знакомые в этом, то тебя позовут, и ты будешь выступать на мировом уровне. И я тогда понял, что тогда совсем нет, не осталось вещей, которые меня держат. На данный момент, наверное, еще один игрок это Джерекс, ну вот, потому что он игрок
Моей позиции, ну, во-первых, он еще ушел, ну, он стал двукратным чемпионом подряд и завершил карьеру. И это очень круто, потому что и очень сложно, потому что я хочу как бы переплюнуть в идеале его, стать Мгм. лучшим, ну, игроком на этой позиции, стать ну, там, более там, двухкратного чемпиона, как бы затмить его, да, скажем так. А он еще так сделал, что он ушел и бросил карьеру на пике, скажем, ну, после того, М. как стал чемпионом 2 раза. Вот. И это усложняет задачу, так что, ну, это как бы часть твоей карьеры. Ты не можешь всегда занимать всегда первые места. Ты не можешь всегда выигрывать всех. То это, ну, это тем более в командном виде спорта, да. Не все от тебя зависит, и в этом плане я довольно просто сейчас переношу их. Если это обычные поражения, то ничего в этом нет страшного, просто стараюсь идти дальше, стараюсь, ну, тренироваться и становиться лучше. Именно в доте, если мы говорим, то минимальные зарплаты — это около 1000–1500 долларов. В организациях это, да, такой минимум усредненный, да. Он со временем бывает растет. Просто можно разделить, в доте есть, грубо говоря, 3 дивизиона, ну как, не дивизиона, а 3 ранга, да, там как бы 1 ранг, тир-1 называется, тир-1, тир-2, тир-3, да. Тир-1 — это там 8–10 команд, которые лучшие в мире, да. Вот. Тир-2 — это вот, ну, типа с топ-8 по топ, не знаю, 40–30, да, команд в мире. Ну, там такое. И тир-3 — это там много команд, там каких-то новичков и так далее. Ну, вот такое деление есть. Если мы говорим про тир-3 уровень, то там зарплаты около 500 долларов до 1000 долларов. Если мы говорим про тир-2 уровень, где вот ну, уже через 2 уровня ты летаешь на турниры, там уже участвуешь, но ты там не всегда выигрываешь их, а точнее Мгм. почти, ну, зачастую просто ты выступаешь, там, занимаешь какие-то места. Вот, то там зарплата уже от, ну, не знаю, вот от 1500 до, не знаю, 8 до 6000. Это опять же все индивидуально, потому что это везде контракты. В первую очередь, если мы говорим о доте, потому что это командная игра, в Мгм. командной игре ты обязан быть коммуникабельным. Вот. Ты должен уметь разговаривать, должен уметь контактировать и решать какие-то проблемы, вопросы, какие-то компромиссность, да, у тебя должна быть. Это если мы говорим про командные виды там, спорта, да, командный киберспорт, скажем так. Вот. Помимо этого, ну, должен быть, ну, это, кстати, в первую очередь, я считаю, у тебя должен быть азарт, именно спортивный азарт, интерес стать лучшим, выигрывать, становиться, тренироваться. Вот это та вещь, которая будет тебя подбадривать, когда ты проигрываешь, будет злить тебя и заставлять, ну, уделять этому еще больше времени, еще больше сил. И вот этот азарт спортивный, ну, мне кажется, он присутствует у всех, потому что я смотрел, когда там фильмы из большого спорта, да, про там, известных личностей. Вот. Ну, я всегда замечал вот этот огонь, который у них есть, и вот. Без него, мне кажется, никуда, потому что ты будешь проигрывать, выигрывать, и это все ты должен будешь как-то контролировать в себе и держать настрой вот, правильный. Вот это вторая вещь. Ну и третья, мне кажется, дисциплина. Э, Это вне зависимости от дела, хоть и это компьютерные игры, люди считают это там, весело, да, ну, скажем так. Ну, мне кажется, иногда, да, люди меня там спрашивают, они думают, что это до сих пор я играюсь, как, ну, просто играюсь, да. И люди Мгм. как-то, ну, вот, воспринимают Интересно это, относится. да. Но по факту тебе нужна дисциплина, потому что когда ты выходишь там на какой-то профессиональный уровень, на высокий уровень, у тебя уже есть, там, ну, ты изначально вообще должен иметь ее, потому что если ты хочешь из любителя стать профессионалом, ты должен отказываться от многих вещей, которые тебя делают любителем, да. Ты должен относиться к этому серьезнее, ты должен как-то, ну, вообще график, да, работы, потому что вот в начале самая там популярная ошибка киберспортсмена — это играть очень много и допоздна, да, потом не высыпаться и вот так все время вот такой вести образ жизни. Хотя сейчас, допустим, сон для меня — это
одна из основных вещей, которые я там слежу, чтобы он у меня был хороший, чтобы я высыпался, чтобы у меня было хорошее настроение, здоровье в плане, ну, самочувствия, да. И это тоже, да, часть дисциплины, которой ты должен следить, чтобы как-то это не сказывалось, потому что всегда это сказывается плохо на твоей игре. Если ты не высыпаешься, если там, не знаю, плохо покушал, что-то еще, и вот это все вкупе, мне кажется, нужно к этому приходить как минимум, если не сразу, да, чтобы становиться профессионалом. Да, есть несколько игроков, которым их мало, если честно, им 30, 31, 32, таких около, наверное, Мгм. 50. Ну вот, ну, очевидно, это игроки, которые уже там играют в эту игру лет 15. Вот, а средний возраст, да, я помню, кстати, на чемпионате мира средний возраст был 24 вроде, да, 24 средний возраст был на чемпионате мира про последнем. Вот, но сейчас очень много молодых игроков, которым там от Мгм. 2002 годов, 2003 вот даже у нас Хиял вот сейчас, он, кстати, выступает на турнире в Сингапуре, на мажоре, да. Мгм. Он вроде бы 2001 года, тоже это новая кровь кыргызского Мгм. киберспорта. Так, ну, я пошел в юридический колледж, думаю, что стану юристом, отучился там 1 год. Юристом точно бы не стал. Я думал, недавно задумался о том, что, возможно, бы я стал бы журналистом. Понял точно, что мне нравится, в принципе, контактировать с людьми, как-то работать в командах и просто общаться с ними. Ну вот. Но, если честно, это очень сложно представить. Я уже не представляю. И вообще, когда вот так задумываюсь, я не могу представить, что я бы занимался чем-то другим. Большой риск, как и для любого, наверное, спортсмена, это потраченное время, потому что это спорт, это одинаково, да, тут очень большая конкуренция, тебе надо очень много уделять времени для тренировок, это, ну да, ты определенную часть жизни посвящаешь себя к этому делу, и это риск того, что если ты не сможешь там, добиться большого успеха, я не знаю, там, пробиться, стать профессионалом, то это просто потраченное время. Если Мгм. говорить про индустрию, про какую-то, ну, такую вещь, там, инфраструктуру именно, да, то она почти нулевая, вот, потому что у нас нет ни организации, ничего такого большого, там, из таких организаций у нас есть только там, клуб Гидро, который максимально поддерживает киберспорт и просто там на локальном уровне выделяет компьютеры, там, помогает местным игрокам, там, бесплатное время дает и, ну, как-то в таком жанре, и проводит турниры. Хотя все исследования официальных университетов, довольно известных, там, кембриджских и так далее, они говорят о том, что, во-первых, компьютерные игры, наоборот, помогают развиваться, если мы говорим о детях, да и о взрослых, там говорится. Ну, там больше, по большей части с детьми работали, что 3-4 часа для ребенка в день это вполне хорошо, и такие дети более коммуникабельные, более социализированные, и М. хорошо вообще там учатся, и самочувствие у них получше. Вот. Если говорить про нить с реальностью и социальность, да, какую-то. Да, понятное дело, есть там определенные типы людей, которые бывают реально антисоциальные, и они находятся в интернете. Но опять же, это не из-за игр, а просто потому что, ну, есть такие люди, да, которые сидят в соцсетях, они такие интроверты и так далее, и так далее. Это не игры их делают такими людьми, а они сами по себе такие. Изначально наша первая команда вообще была с Кыргызстана. Да и, в принципе, у меня всегда были какие-то патриотические мотивы, желание помочь, ну, вообще просто помочь людям с Кыргызстана. И там, из-за того, что я стал профессиональным игроком, первым делом, конечно, я начал вот в 2018 году, когда я вырвался, да, так сказать, на профессиональную сцену, начал узнать очень много нового. И я тогда же начал стараться как-то передавать новый опыт нашим игрокам, да, чтобы они тоже как-то стали лучше играть и так далее. Вот. Мгм. Если мы говорим про этот год, то мы создали сообщество Escape. Это eSports, сейчас, eSports Community of Kyrgyzstan. Вот. Вкратце Мгм. ESC. Вот.
И да, и мы в первую очередь нацелены на поддержку игроков. В частности, пока что это Dota и CSGO, по большей части Dota. Вот. И мы проводим менторские встречи, турниры, и просто как бы создаем атмосферу сообщества, где можно развиваться вместе, общаться и так далее, да. Вот, и я уверен, что спустя пару лет, если будет должная поддержка, то у нас будет, ну, у нас основная цель, это, которую вот мы ставили себе, это чтобы через 2-3 года у нас было 10 игроков, которые будут зарабатывать там от 1000-1500 долларов в месяц, ну, иметь такие зарплаты. А это вполне, это даже очень просто. В первую очередь, я не советую делать резких изменений, как это сделал, допустим, я, в плане бросить учебу, думать, что все это изменит, что если ты вот сейчас бросишь школу, колледж и ты начнешь играть, то это тебе поможет как-то стать хорошим игроком. Нет, так это не работает. И в первую очередь надо просто... Ну, во-первых, ты можешь совмещать это все. Это вот довольно просто, да, уделять там, по 6 часов в день, по 6-8 часов в день, там, это не так сложно совмещая с учебой, да. Мгм. Вот, и уже ближе к моменту, когда ты начнешь получать какой-то фидбэк от игры, там, допустим, мой фидбэк это я был в топ-100 рейтинга, я был там уже более-менее популярным, у меня была команда, с которой я мог зарабатывать деньги, и понятное дело, что это была уже хорошая почва для того, чтобы я бросил учебу и мог себя сам Мгм. обеспечивать, вот. И вот всем советую там, не думать то, что учеба или какие-то другие вещи там, в щелчок изменят и дадут вам какой-то буст к силе и так далее. Так что вот это первое. И второе, если хотите становиться реальным профессионалом, то и ну, вообще продвигаться в этом виде спорта, то относитесь к этому серьезно, потому что это первое, что делает вас лучше, это дисциплина и какая-то системность в подготовке к тренировкам и вообще к обучению, да. Вот.